Здравствуйте, Экатон! Делаем ремонт в ванной комнате. В этой связи у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Какой ширины и плотности лучше брать блоки и как их обрабатывать? И второй вопрос. Надо ли штукатурить для того, чтобы на них наклеить плитку? Заранее благодарю вас за ответ. Давай, раз. Два, три. Салем, достар. В данном случае речь идет о перегородках. Если перегородки не несущие, то здесь подойдет блок толщиной от 100 мм. Они как раз таки и применяются для создания перегородок, в том числе и в санузлах. В первую очередь здесь стоит вопрос о шумоизоляции. Поэтому мы рекомендуем использовать блок плотностью не ниже D500. Важно понимать, что в влажных комнатах, таких как ванна, гидроизоляция имеет существенное значение. Поэтому после возведения перегородок в первую очередь рекомендуется загидроизолировать ее. Для гидроизоляции газобетона внутри помещения можно использовать специально обмазочные гидроизоляционные составы на резиновой основе. Важно выбирать надежного производителя этого состава. Перед нанесением состава важно в первую очередь прогрунтовать газобетон. Это необходимо, чтобы исключить пыль и обеспечить лучшее сцепление обмазочной гидроизоляции. После высыхания обмазочной гидроизоляции стена из газобетона будет защищена от влаги. И можно будет приступить к наклеиванию обычной керамической плитки на плиточный клей. Если стена из газобетона выложена правильно и имеет ровный уровень, то дополнительное штукатуривание не требуется. Однако, если стена была завалена или не соответствует требованиям, то для выравнивания придется провести штукатурку. Важно обратить внимание на компетенции кладчика и строительной бригады, чтобы достичь качественного возведения стен. Также оштукатуривание понадобится, если вы планируете окрасить стены или применить специальную отделку, например, венецианскую штукатурку. В таких случаях после гидроизоляции проводится штукатурка и в конечном счете покраска стен.